Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Подых струн» и я, ее ведущий Анатолий Длуцкий. Продолжаем знакомство с авторской песней Беларуси. Программу мы делаем вместе, поэтому задавайте нашим гостям вопросы, делитесь своими впечатлениями и комментарии оставляйте на сайте 3belarus.ru. Меня зовут Дмитрий Виноградов, я з Гомеля. Я займаюся выкладчыцкай дзейнасцю, я працую ў Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Французскай Скарыны, а у вольны ад працы час я займаюся складаннем песень, пішу да іх сам тэксты і, калі атрымліваецца, бываю на розных фестывалях. А сегодня у нас в гостях музыкант, композитор, аранжировщик, автор-исполнитель Дмитрий Виноградов, город Гомель. Здравствуйте, Дмитрий. Привитание, добрый день. Каким песням отдаете предпочтение? Что главное в вашем творчестве? А я не ведаю, ну, скажем так, мэтай заўсёды з'яўляецца, каб все было прыгожа. Калі прыгожа, значит, я задоволены. И это правильно. Давайте с какой песни начнете, потому что у нас самое главное в передаче это песня, а разговор уже так. Угу. Какая песня, кто автор? Ну, адразу скажем, что все песни, якія будуць гучаць сёння, яны належаць мне як аўтару. Это вельми добро. Вы и музыку, и стихи пишете сами. Так, полностью. Отлично. Полностью все складаю. Ну, давайте пачнем с песни, якая называется «Неспадзяваная». И она была записана здесь в 2006 году для альбома «Маленький отсюда». Калі ласка. На галінках голых дрэў вершаваныя радкі, хворы розум іх бярэ і разносіць у бакі. Ён каркасамі ад слоў панапічкае вятры, пратрубіўшы нібы слон шэры хобат у гары. Неспадзяваная, наканаваная, выратавальная, каранаваная, неспасцігальная, небом спасланая, недзе хаваная, сэрцам каханая. Сталюхам ліхтара між малекулаў вады пераблытаеш наўрад лету ценных словаў дым. Ён гукаецца ў табе, толькі розгалас гудзе, унутры званамі б'е, гоніць колы па вадзе. Неспадзяваная, наканаваная, выратавальная, каранаваная, неспасцігальная, небом спасланая, доўгачаканая, сэрцам каханая. Дякую. Дмитрий, я знаю, что вы выступаете не только сольно, но и в группе «Бан Жвирба».
Вот. Какой из этих проектов вам более интересен? Почему? Ну, я не могу сказаць, што больш цікава. Мне цікава абодва праекта. Сольна мне цікава выступаць, таму што тут я сапраўды магу данесці тое, што я раблю сам. І тут ніякіх, скажем так, іншых уплываў яны, магчыма, і ёсць, але яны, скажем так, змінімізаваныя. А ў гурце цікава, таму што сапраўды ты ўспрымаеш вось некі іншы музычны талент, і тое, што атрымоўваецца ў выніку, і оно сапраўды з'яўляецца такім вось некім сінтэзам вось гэтых усіх талентаў людзей, якія ўдзельнічаюць у гурце. Таму... А вы в группе гитарист, да? Так, я на гітары і бэк-вокал. Понятно. А сколько у вас сольных альбомов уже выпущено? 3. 3. А новый вы как-то так собрали уже? Апошні быў, выйшаў, ну, з'явіўся ў інтэрнэце, так скажем, як зараз модна. Але гэта быў альбом, які цалкам зроблены ўжо ў рок-стылістыцы з усімі аранжыроўкамі. Ясно. А чем отличается крайне? Ну, тым, што там болей энергетыкі, там меней лірызму, мабыць, стала ў сувязі з тым, што, значыць, усё там грыміць і грахоча. Давайте, Дмитрий, еще песню. Вось, калі мы ўжо пра гэты альбом загаварылі, тады давайте песню з гэтага альбома. Как называется? И она называется «Перерабите меня». Прыгнечаны ды недалечаны, заблытаны ветром навязлівым, аднолькавы з тварамі нечымі, ды з лёсамі іх моцна звязаны. Вільготнае ды цыгаретнае, паветра прыпынку не радуе, звычайная ды неадметная, прысутнасць твая невыразная. Перарабіце мяне, не пашкадуйце мяне, паволі крок ды незнарок. Перагарніце мяне, перарабіце мяне, не пашкадуйце мяне, паволі крок, ты незнарок. Перагарніце мяне, прыгнечаны, ты недагледжаны, матляецца позірк разгублена між гэтымі шэрымі вежамі, з іх безасабовасцю грубаю. Адвечныя людзі стрыечныя, прывыклыя бачыць у цемені, звычайныя людзі сустрэчныя. Пад вас перавыхавайце мяне, перарабіце мяне, не пашкадуйце мяне, паволі крок, ты незнарок. Перагарніце мяне, перарабіце мяне, не пашкадуйце мяне, паволі крок, ты незнарок. Перагарніце мяне. Адвечныя людзі стрыечныя, прывыклыя бачыць у цемені, звычайныя людзі сустрэчныя. Пад вас перавыхавайце мяне, перарабіце мяне, не пашкадуйце мяне, паволі крок,
Ty neznarok, перагарніце мяне, перарабіце мяне, не пашкадуйце мяне, паволі крок, ты незнарок, перагарніце мяне. Спасибо, Дмитрий. А как часто концерты в Гомеле бывают? Ну, апошнім часам не вельмі часта, таму што я шчыльна займаюся рок-музыкай, можа, мне і няма часу на гэта. За апошні год, вось за 15-й год было, там, в принципе, можно на пальцах одной руки перелічыць, не шмат. Ну, это тоже хорошо. А фестивали какие-то, там, форумы, участие? Вось з фестываляй, які варта адзначыць, я адзначыў фестываль «Бардовская восень», які праходзіў у 2014 годзе ў Бельску, это Польшча. Ну, интересно, и как вас принимали барды? Ну, лічу, што вельмі добра, калі улічыць, што я ўсё ж таки там атрымаў адзін з прызоў, значыць, мабыць, поспех быў. Так очень здорово, Дмитрий. Значит, надо заниматься этим делом, продолжать. Ну, мы не кидаем. И обязательно тогда. Давайте песню. Добра. Цяпер песня «Анёлы». Гэта... Я маю гонар сказаць, што это прэм'ера, яна яшчэ ніколі не выконвалася. Очень хорошо. І яна, мабыць, увойдзе ўжо ў наступны альбом. Пожалуйста. Што такога даць расліне, каб яна расла, каб не адмаўлялася цвісці, кінуць рыбіне ў плыні, каб яна плыла, каб магла з вадой сябе нясці. Пытаю, таемныя крылы, трымайце мяне, і гэтак вядзіце мяне. Анёлы мае, падхапіце мяне, і так уратуйце мяне. Недзе на цябе чакае незваротны крок, ён разбудзіць і ўзбудуе зноў. Ён падорыць невядомы, несвядомы зрок, пераверне рэчы ўгору дном. Я знаю, таемныя крылы, вядзіце мяне, і гэтак трымайце мяне. Анёлы мае, падхапіце мяне, і так уратуйце мяне. Таемныя крылы, анёлы мае, таемныя крылы, анёлы мае.
Спасибо, Дмитрий. А кому вы первому показываете свои новые творения? Кто критик? Хутчэй за ўсё, першымі мае песні чуюць мае сябры па рок-гурту. Но они так сурово все это оценивают? Или по-дружески? Яны па-сяброўску, яны заўсёды кажуць, што нічога не зразумела, што ў цябе там у тэкстах, што ты там, пра што ты пішаш. А ты все равно на своей стезе идешь дальше, не обращая. Так, хаця, скажем так, змест песень ён за апошнія часы стаў крыху больш празрыстым. Там няма такой, там на пачатку ўвогуле такая творчасць была з адных асацыяцыяў, все складалася. А тут зараз з'явіліся такія сюжэтныя рэчы, дзе там можна штосьці сапраўды прасачыць там за нейкімі падзеямі. Дмитрий, пожалуйста, еще песню. Вясна моя. Весна моя, ты где? Весна моя, иде, якія гарады позбавиш ад бяды на доўгім на шляху сюды. Якія гарады позбавиш ад бяды на доўгім на шляху сюды. Пакуль цябе няма, пануе тут зіма, спрабуе зацямніць сярэбраную ніць, што паміж намі зіхаціць. Спрабуе зацямніць сярэбраную ніць, што паміж намі зіхаціць. Паміж маіх дамоў, паміж маіх лясоў, глыбокія снягі узгадкамі пургі харчуюць карані тугі. Глибокія сняги узгадкамі пургі харчуюць карані тугі. Ла-ла-ла-ла. Весна моя іде, чакання ў сэнс вядзе, натхнёны лёгкі крок распусціць прэчкі змрок і ачуняе мой
мирок. Натхненный легкий крок распустить пречки зброк и отшуняє мой мирок. Ла-ла-ла-ла. Весна и день. Спасибо, Дмитрий. Дякую великий вам. Спасибо большое, что вы к нам пришли. До новых встреч. Удачи, Спасибо. счастья и творчества. Дорогие друзья, это был гость из Гомеля Дмитрий Виноградов. Спасибо. Меня зовут Колмакова Ольга. Я автор-исполнитель из города Гродно. Пишу стихи с самого детства. Немножко пишу и пою на французском языке. У нас в гостях лауреат конкурсов «Зеленый гран-при» и фестиваля песни Анны Герман «Эвридики», финалистка конкурса авторской песни «Орра» в Варшаве, автор-исполнитель из Гродно Ольга Колмакова. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Анатолий. Не волнуйтесь так сильно. Вы красивая, умная, в таком замечательном, красивом платье. Спасибо большое. Не волнуйтесь. Хотелось бы поменьше говорить о себе, лучше петь. Это цитата из вашего письма. Да, верно. Ну, нашим зрителям очень интересно, кто вы, как вы, откуда вы, как вы пришли к авторской песне. Ну, я автор-исполнитель из Гродно, родилась, выросла в этом прекрасном городе. По образованию учитель белорусского языка и литературы, но стихи пишу с самого детства. И музыку слышу тоже почти с самого детства, можно сказать. А вы пишете и стихи, и музыку сами? Да, И сами поете? сама. Цены вам нет. Ольга, давайте, вы уже так как-то пришли в себя? Да, Все, давайте. готова петь. Готовы, да? Давайте споем что-нибудь. Ну, поскольку приехала из Гродно, то и хочу исполнить песню о моем любимом городе «Малюю свой город». Пожалуйста. Малюю свой город у стомленных сонячных промнях. Над белой ракою кричать полохливые чайки. И ветер от спеки амаль ужо тратить притомность. Или же знясилен пыл ад нямога адчаю. Притуляць яго толькі ціхія чорныя клёны. І звон старажытных касцёлаў спяе яму песню. А ветер застыне аб чымсьці сваім задумённы. Прысеўшы ў парку Жильбера на бронзавым крэсле, вихрасты ліхтар крыху схіліцца ў сонным паклоне, і кветкі рассыплюць надол свае крохкія мары. Малюю свой горад у стомленых сонечных промнях, што шлях прабіваюць сабе скрозь блакітныя хмары. Малюю свой горад у стомленых сонечных промнях, што шлях прабіваюць сабе скрозь блакітныя хмары. Плывуць мінакі па брусчатых цяністых алеях, і ціхія мроі ў далонях нясуць асцярожна. Мой казачны горад сталее, сталее, сталее. Под звон і малітвы ахоўніцы маці каложы.
вихрастый ліхтар крыху схилится у сонным поклоне, и кветки рассыплють на дол свои крохкие мары, малюю свой город у стомленных сонечных промнях, что шлях пробивают себе сквозь блакитные хмары. Малюю свой город у стомленных сонечных промнях, что шлях пробивают себе сквозь блакитные хмары. Спасибо большое. Боже мой, как повезло Гродно. Как Гродно повезло, что живет такая замечательная, такая талантливая. Вот надо же вот так трепетно, так нежно о городе сказать. Ну, это, наверное, мне повезло больше, что Потому я что, родилась в таком да, городе. вдохновил город. Конечно, да. Да. Я знаю, что вы преподаете белорусский язык, да? Да. Основная ваша профессия. Да, я преподаю белорусский язык, работаю в гуманитарном колледже города Гродно. Ну вот пою, стараюсь. Я знаю, что вы поете еще на французском, на польском языках. Есть и такое. даже на якутском. Откуда якутский, Ольга? Дело в том, что мой муж из Якутии родом. И вы поете на якутском. Да, мне просто понравилась одна песня на якутском языке, настолько понравилась, что вот как-то легла на струны, и я ее вот спела. А вы сочиняете на якутском? Нет, к сожалению, пока еще не сочиняю. Да. Возможно, в будущем освою этот язык замечательный, но пока еще нет. Ну, тяжелый язык, наверное. Да, там есть специфические такие звуки, но немножко похожи на французский вот чем-то. Ольга, я не сказал о самом главном. Да. У вас 3 детей. Да. Но они помогают вам писать? Да, они уже и сами пишут, можно сказать. Даже самая младшая, 2 годика, уже что-то ходит. И что вижу, то и пою, действительно сочиняют уже. А вы для них сочиняете песенки? Да, есть и детские песенки, конечно. Вместе с ними поем по праздникам, по будням. Ясно. Ну, давайте тогда, может быть, детскую песенку споем. Вы знаете, я хочу спеть песню тогда про дом, который называется Замечательно. «Мой Это дом родной». очень- Слова написал мой муж. У вас муж пишет еще? Да, Так у вас творческая семья. Про дом тогда. да, «Мой дом родной». Это на стихи? Стихи Владимира Колмакова, А музыка Ольги Колмаковой, исполнение ее же. Спасибо, давайте. Мой дом родной, останься вечным, пускай другие в нем живут, но стихнут хлопоты под вечер, и ты поймешь, я тоже тут. Легонько скрипнет половица, от тихой радости носить одну ничтожную частицу души моей, охота жить, охота жить в тепле и в правде, в бодрящем запахе хлебов, оберегая Бога ради один единственный свой кров. Святыми ставнями иконы укроют дом с огнем свечей. От всей мороки законной, немилосердной тьмы ночей, святыню сердца сберегая, в родной избе упасть бы ниц,
как позовет она нагая, сиянием чистых половиц, грехи отмаливать любые, как инок в келье перед сном, и спаса очи голубые узреть поутру за окном и вновь исчезнуть, отдалиться, за дальней выплакать стеной, что перестелют половицы, и дом забудет кто родной. Переживу зато навечно живой источник теплоты. Мой дом, где в уголке запеченном пригрелись детские мечты. Мой дом, где в уголке запеченном пригрелись детские мечты. Спасибо. Ольга, я знаю, что в этом году вы принимали участие в фестивале французской культуры «Франкофония», который Да. проводится при поддержке посольства Франции в Беларуси. Все верно. Расскажите, что там было интересного? Это фестиваль ежегодный. Каждый год он проводится во всех франкоговорящих и не только франкоговорящих странах. Вот. Фестиваль французской культуры, французского языка, фестиваль для тех, кто любит французский язык, французские песни, вот, французскую кухню, то есть все объединяет этот фестиваль, разносторонний. И что вы там делали? Я там пела. И что вы пели? Я пела песню Патрисии Касс «Il me dit que je suis belle». Ой, под гитару Нет, и под нет, минусовку? под минусовку, под фонограмму пела, да. Ясно. Такая красивая песня, мне она очень нравится. К сожалению, под гитару я ее не подготовила, но могу спеть другую французскую песню. Ну, давайте, если у вас есть желание и вы любите французские песни, да, тогда мы с удовольствием послушаем. Попробуем. Песня французской певицы Зас «Je veux». Переводится как «я хочу». Еще да. «Je veux». Oui. Donnez-moi en suiterie, je ne veux pas des bijoux de chez Chanel, je ne veux pas, offrez-moi en limousine, j'en ferai quoi, papa, pareil. Donnez-moi en personnel, j'en ferai quoi, en manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi le Tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa, pareil. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever le mal sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle et je suis franchée. Excusez-moi, papa, fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre de l'an de bois. Regarde-moi, toute manière je veux pas. Et je suis comme ça. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever le mal sur le cœur. Allons ensemble découvrir
liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Браво! Мерси! Ольга, я всегда пою после встречи для нашего гостя, для наших телезрителей песню. Да, вот в частности для вас мне надо спеть «Я в раздумье» или спеть песню о доме, или спеть песню тоже на французском языке, чтобы как-то ответить вам. Ну, Вы- давайте ответим. На французском все-таки? Да, Французскую песню? Да. С удовольствием. Les yeux battus, les militaires et les javelins. Tu ne replumes, tu ne colombes pour de toi-même. C'est l'un la route, le jupon près de fontaine. Et tu le sois sans sa fenêtre un petit fois. Avec tes cheveux blonds, bambino, bambino, tradici bom, bambino, bambino, bablo toi jabalon, old gamme, et gratte sur ta mandoline, mes petits bambino. La musique est plus jolie, qui devait ser de l'Italie. Elle chante, tu dois caler, mes petits bambino. Tu fais chanter qui t'y donne, elle te pampa sa siron. Avec tes cheveux blonds, bambino, bambino, tradici bom, bambino, bambino, bablo toi jabalon, old gamme. В этой песенке поется о том, как подросток влюбился в женщину. Но она не обращала на него внимания. Он, чтобы показаться взрослее, одевал клешные штаны, шляпу, брал в руки трость, сигарету и развалистой походкой прогуливался по бульвару. Но она все равно не обращала внимания, лишь только говорила: «Милый мой мальчик, пой песенки. Твой голос прекрасен, как прекрасно голубое небо Италии. Этим ты будешь мил, и, может быть, когда-нибудь я тебе еще и полюблю avec tes cheveux blonds, des cheveux bons, Pablo te japalon, welcome, tu peux fumer comme monsieur la cigarette, allons chez le trottoir quand tu la guettes, tu peux pencher selon la vieille ta casquette, ce n'est pas ça qui dans si cœur te veillera. Avec tes cheveux blonds, oh, des cheveux bons, Pablo te japalon, welcome, padabadabadabadai, padab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 adai, padabadabadabadab, ya. Merci. Merci beaucoup. Ольга, очень приятно. Сегодня вы украсили нашу программу нежностью, трепетом, душевностью. Поэтому счастья, здоровья вам, творчества. И мы будем всегда рады видеть вас в нашей программе. Спасибо большое, что пригласили. Дорогие друзья, это была программа «Подых струн», и я, ее ведущий Анатолий Длуцкий. Заходите на наш сайт www.3belarus.by. Мы рады новым встречам, новым гостям, новым песням. Счастья, здоровья и любви.